Каждый номер ставился на протяжении, наверное, как мы открылись, то есть 2 года мы просто работали без каких-либо постановок, соревнований. Уже, наверное, 3-й, 4-й, 5-й год мы уже работали, и каждый год, 2 раза в год мы ставили новые и новые номера, и теперь на сегодняшний день у нас в копилочке 25 номеров. Это сольная программа, это дуэты, это командные номера, это трио, это воздушные номера. У нас есть еще в копилочке нашей и воздушные полотна, но, к сожалению, из-за неимением зала мы не можем пока работать полотна, мы работаем только кольцо, как вы и видели ранее. То есть эти все номера ставились на протяжении нескольких лет, и вот мы решили собрать это все в одно целое и просто, наверное, поделиться всем этим с нашим городом, потому что мы выезжаем на соревнования, это одно, это совершенно другое. И хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие, наверное, намного эмоциональнее, намного стрессово мне далось, нежели соревнования. То есть там чуть-чуть другой масштаб, другой, а здесь все-таки твой город, все родные, близкие, то есть начальство здесь, и хочется как-то, чтобы не запиночки, чтобы все получилось хорошо. В основном составе это 3 команды, 3 возраста. Это маленькие девочки от 7 до 8, потом средняя команда там 9-11 и старшая 12-14. 3 команды, в общем 32 девочки. Также есть еще малыши. Совсем-совсем крошечные, малюсенькие, им по 4 годика. Мне с ними помогают работать уже мои старшие девочки, так как мне тоже иногда сложно и с малышкой, и девочкам, поэтому мне уже старшие помогают с малышами. Моя девочка занимается гимнастикой уже 4 года. На сегодняшний день она состоит в младшей команде, которую тренирует Алена Владимировна. Считаю, что гимнастика полезна для организма, это укрепляет мышечную массу, это формирует правильную осанку, укрепляет мышечный корсет, развивает гибкость ребенка. Помимо того, что еще в наш телефонный век дети увлечены чем-то полезным. Дети часто выезжают на соревнования. Команда моей дочки занимает первые призовые места. Также они выезжали за границу, они были в прошлом году в Румынии, порадовали нас тоже первым призовым местом. Что еще хотела бы сказать? Конечно, сегодня это было замечательное шоу, замечательное выступление наших детей. Это было не просто выступление, это был результат колоссальной работы наших детей. Спасибо нашему примару Сергею Ильичу за создание муниципальной школы по гимнастике. И, конечно, огромное спасибо нашему тренеру. Все успехи, все достижения наших детей – это ее заслуга.
гимнастика уже 4 года. Мне нравятся все их танцы очень, особенно на кольцах. Я там в зале уже там вверх ногами вот так вот в шпагате висела. Не боишься? У нас где-то 3-4 первых мест и одно второе. Гимнастику Карина пришла в 3 годика, совсем малышка. А теперь мы уже в школу пойдем и будем заниматься дальше. Спасибо большое Алене Владимировне, она прекрасный человек, изумительный человек и стойкий солдатик. Несмотря на все невзгоды, она все выдержала, она все выстояла и учит наших детей. Они очень ее любят. Идем мы на тренировку с удовольствием. Выполняем все как до еды, после еды, все как положено. Все у нас в порядке, режим у нас. Сердце замирает. Очень довольны, мы очень... Ну, слов не хватает, но эмоции переполняют. Здоровья, мира. А дальше в желании было жить, развиваться, заниматься. Я просто всегда им говорю, пожалуйста, мне нужна ваша дисциплина. Если нет дисциплины, ничего не получится. Дисциплина – это все. Дисциплина – это и вера, и дух, и сила, и любовь, все вместе. Вот когда у девочек будет дисциплина в голове, у них обязательно все получится.
огромная ответственность вести детей, спорт и наставничество. Это когда ты ведешь ребенка по жизни. И на самом деле это действительно очень ответственно. И, конечно, я, наверное, год мешкалась, и очень много ко мне подходили, говорили: давай, открывай, мы приведем своих детей. Вот. И, наверное, просто в один день я созрела, взяла свою тетрадку, как обычно я это делаю и в каких-то бурных фантазиях, и просто начала что-то записывать, писать. Также, конечно, спасибо моему супругу, он помог мне открыть студию, потому что очень тяжело было найти зал, что-то открывать, не все соглашались. Когда слышали какие-то воздушные кольца, вы что, это опасно, никто не хотел брать ответственность, но спасибо супругу, он преодолевал все преграды, и мы открыли свой зал, и действительно я, наверное, мечтала о таком. Конечно, это действительно очень приятно, это уровень другой вообще. Я в роли не только мужа, как я вам сказал, но и в роли личного водителя и главного помощника, наставника для детей. Я тоже являюсь каким-то мотиватором, каким-то, не могу назвать себя тренером, но я очень помогаю девочкам. Вот Алена Владимировна преподает, например, какие-то элементы, трюки, а я уже с ними отрабатываю, страхую, помогаю, мотивирую, требую и все такое. В общем, это сложно, но это очень интересно. Я очень рад, что мы этим делом занимаемся совместно. И мне очень приятно, когда я прихожу в зал, и на меня накидываются все дети. Я чувствую это тепло, я чувствую, что они благодарны. Я тоже очень люблю детей и готов свое время максимально давать им, помогать и вместе с ними переживать все вот эти моменты. На соревнования я также езжу с ними, да, помогаю, мотивирую. И, в общем, это очень приятно, поэтому я доволен.
я желаю, да, чтобы нам помогли приобрести, присвоить какой-то зал, именно который будет подходить нам, высокие потолки, комфортно, тепло, приятное Чтобы это покрытие. было и стало нашим домом, чтобы мы заходили утром туда и выходили вечером. Как сказали мы уже, и нам помогли, подсказали, нам нужно очень хорошее покрытие и высокие потолки. Вот и все, чтобы девочки просто не боялись и с уверенностью выполняли прыжки, трюки, потому что на самом деле это очень опасно и очень легко получить какую-то травму. Поэтому нам просто необходимо хорошее покрытие для того, чтобы девочки не боялись и раскрывались по максимальному. У меня есть две дочки, Гайдаржи Виктория и Гайдаржи Валерия. Я очень рада, что они ходят в эту гимнастику воздушную. Я очень счастлива. Мне очень понравилось. И благодарна Алене Жуне тоже очень. Огромное ей спасибо. Когда мы начали ходить, как-то как гимнастика. Такие вот движения, сальто, маховые. Я не думала, что мои дети будут это делать все. Честно, я в восторге. Мне очень нравится. Моя дочка Гайдаржи старшая, Валерия, она на кольце. И ей это очень нравится. Она мечтала об этом. Но у нее получилось. Они мечтают дальше. Особенно моя старшая дочка, она мечтает быть тренером в будущем. Она прям хочет. Она прям мечтает об этом. Она больше ничего не думает, только говорит, я буду тренером, мама. Я буду как Алена наша. У меня дочка ходит, естественно, зовут Узун Мария. Калинка – это ее номер. Мы ходим с 5 лет. И вообще сегодня столько эмоций. Спасибо тренеру. Это просто колоссальный труд. Показать такую красоту, такую мощь, такое мастерство. Эти дети просто золотые. И я горжусь, что я мама такой дочки тоже, одной из этих девочек. У моей Маши с номером, ее 2 первых места она заняла. Одно в Кишиневе у нас соревнования были, и одно в Румынии, в Бухаресте. Я горжусь своей дочкой. Я давала в спорт для здоровья, чтобы ребенок развивался физически. Потому что сейчас большинство детей – это гаджеты, это игры компьютерные. Мне хотелось, чтобы мой ребенок развивался физически. Таких больших каких-то достижений – это только как видит тренер, а мы только поддержим. К детям очень трепетное отношение, самое главное, и каждому ребенку особый подход. Дети ходят все с большим желанием. Пропусков, можно сказать, вообще нет, даже если температура, если травма, в любом случае они ходят. И, конечно же, поблагодарить нашего тренера Жуню Алену Владимировну за те успехи, которые наши дети привозят домой с зарубежных поездок и с местных соревнований. Наши дети никогда еще не привозили меньше 3-го места. 1-е, 2-е, 3-е места всегда наши. Даже были случаи, которые места не уступали никому.